В эфире информационная программа «Итоги дня». Расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. В студии Дарья Короленкова. Добрый вечер. В начале коротко о темах. Весеннее межсезонье на маршруте Якутск-Нижний Бестях планируют задействовать до 30 судов на воздушной подушке и роботов «Тайфун». Приемная кампания по зачислению детей в школы стартовала в Якутии. Подать документы на зачисление ребенка в первый класс могут не все. В Якутске стартовала декада архитектуры и дизайна. В течение 10 дней столица республики станет площадкой для диалога профессионалов. 10-й всероссийский конкурс «Моя профессия IT» стартовал в Якутске. Узнаем, как он проходит в столице республики. На одной из детских площадок города Нерюнгри волонтеры провели мероприятие. Родители и дети вместе проходили квесты. На строительстве Ленского моста в Якутии завершен монтаж второго кофердама весом более 2500 тонн. Он станет основой для фундамента самого высокого центрального пилона 294 метра, под которым установят 208 глубоких свай. Работы активно идут на обоих берегах. Задействовано 460 специалистов и 94 единицы техники. Ведутся буровые работы, армирование опор и подготовка технологических площадок. Весеннее межсезонье на маршруте Якутск-Нижний Бестях планируют задействовать до 30 судов на воздушной подушке и роботы «Тайфун». По словам министра транспорта Якутии Владимира Севцева, для пассажиров уже подготовлены теплые терминалы, а в дальнейшем планируется повышать безопасность и доступность поездок. Перевозки на воздушных подушках также будут организованы и на других переправах республики. Военнослужащие Восточного военного округа, бойцы 55-й гвардейской бригады морской пехоты и добровольцы-дальневосточники получили новую партию вооружения и техники. Значительная часть переданного оборудования была произведена резидентами ТОР «Патриотическая». На передовую поступили 59 якутских снегоплотоходов ИКТ «Сокол», а также 1000 FPV-дронов хабаровской компании «Хабинотех», 500 дронов Забайкальского конструкторского бюро «Ветер». В ходе поездки полпред Юрий Трутнев встретился с операторами БПЛА. Помимо беспилотников, бойцам передали роботизированные наземные и снайперские комплексы, бронированные автомобили «Нива», разведывательные дроны, системы РЭП и гладкоствольные ружья для защиты от вражеских БПЛА. Привозим на фронт, на зону специальной военной операции под потребности ребят. Встречались с командующим Восточным военным округом. Он так очень хорошо отозвался о поставках снегоболотоходов. Он говорит о том, что сейчас они прежде всего востребованы. Требуется много дронов, но идет постоянная отработка всего, что у нас относится к категории беспилотных летательных аппаратов. Больше всего сейчас используются дроны на оптоволокне. Но вся работа продолжается, она будет продолжаться, пока есть необходимость нашим ребятам сражаться на этой территории. На развитие медицинской реабилитации в Якутии выделено более 31 миллиона рублей в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Эти средства направят на переоснащение отделений в поликлинике номер 1 и республиканской больнице номер 1. Благодаря современному оборудованию и подготовке кадров власти планируют вдвое увеличить число пациентов, проходящих восстановление. К 2028 году программа охватит еще 4 медучреждения республики. В целях привлечения специалистов руководство Алданской ЦРБ задействует различные механизмы. В прошлом году по программе «Земский доктор» в Алдан прибыл врач-лор. Стоит отметить, что специалиста такого профиля в больнице длительное время не было. И с возобновлением приема многие сложности были сняты. На приеме у врача побывали наши коллеги. Ирина Серякова привела в поликлинику родственников. К врачу-оториноларингологу их направили республиканские специалисты, у которых мужчина и женщина наблюдаются постоянно. С получением консультации по месту жительства никаких проблем не возникло. Мы проходим лечение в Якутске, и понадобилась консультация. Хорошо, что не надо лишний раз в Якутск ездить. Все по месту, все очень хорошо. Врач очень грамотный, очень все понравилось, все объяснила, все рассказала.
К работе в Алданской ЦРБ Мария Александровна приступила в прошлом году. В Южную Якутию она приехала из города Благовещенска по программе «Земский доктор». По словам врача, переезд вовсе не стал хуже пожара. Молодого специалиста здесь ждали. Обеспечили и жильем заранее, подготовили. То есть я приехала уже, крыша над головой была. Земский доктор тоже быстро оформили, без проблем, без бумажной волокиты. Так что все нормально. В Алдан специалист приехала вместе с супругом. Он врач-кардиолог и тоже работает в больнице. В рабочий процесс Мария Александровна вникла быстро. Сейчас она ведет амбулаторный прием взрослых и детей, оказывает экстренную помощь пациентам стационара, а также проводит медицинские профилактические осмотры. Втянулась очень быстро, деваться некуда. Надо было все свои ресурсы быстренько в кучку собрать, потому что работы много. Надо было мобилизоваться и работать. Стоит отметить, что в Алданской ЦРБ врача-оториноларинголога длительное время не было. Помощь пациентам оказывали фельдшеры. В сложных случаях жители района направлялись в город Якутск. Между тем, заболевания лор-органов, как у взрослых, так и у детей, встречаются часто. С возобновлением приема врача на постоянной основе многие проблемы и сложности были сняты. С Марией Александровной очень легко работается, очень ответственный доктор, неравнодушный к пациентам. Пациенты пишут отзывы, кстати, у нас в нашем чате «Алданское здравоохранение». Вот недавно девушка очень теплый отзыв написала про доктора, что помогли. Программа «Земский доктор» является одним из механизмов по привлечению специалистов в медицинские учреждения района. В решении кадрового вопроса руководство больницы совместно с отделом кадров активно работают в разных направлениях, предусмотренных федеральным национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь». Так, в прошлом году к работе в Алданской ЦРБ приступили порядка 20 врачей разного профиля. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Наступление весны для всех – это праздники, солнце и тепло, но для жителей домов по улице Билибина это настоящее испытание. Снег, наваливший за зиму, начинает таять, а дома затапливает водой. Подробнее о проблеме в сюжете далее. Вода, вот, видите, все. Это же вот все сдулось. Вот, смотрите, все поздувалось, вот, все полы сдулись. От сезонной проблемы не спасает даже новый ремонт. Жительница одного из домов Зухра Кучушева, мать участника СВО, всеми силами пытается бороться с этой трудностью. Но полы от сырости буквально гниют. Еще не растаявшие сугробы перекрывают пути, а с наступлением теплых дней во дворе наледь и лужи. Как это все будет таять, и мы просто-напросто опять утонем, как в том году. Вот видите, я на низине, дорогу подняли. Вот эти все, они все побегут ко мне, через меня. И здесь будет Венеция. Вот калитку откроете, вы отсюда не выйдете. За 40 лет они ни разу нам песка не привезли сюда. Мы сколько раз просили, привезите хотя бы 2 машины песка, засыпьте хотя бы, чтобы мы выходили отсюда. В собственном доме жить становится все сложнее, а некоторым соседям даже пришлось съехать с непригодного жилья. Уже второй год с этой проблемой стараются обратиться к общественникам и властям, но бороться с неприятностью в основном приходится самим и за свой счет. 11 марта я обратилась в Сысарский округ с заявлением, чтобы мне, как матери участника СВО, потому что мой сын 4-й год на войне, помочь вот убрать мою территорию. Когда начнет топить нас никто не будет откачивать. Мы своими силами откачиваем, своими силами вот снег вывозим своими. Мне уже 64 года. У нас просто я уже не знала, куда обратиться. Вот с 11 марта никто не звонит. В управе Сысарского округа о ситуации знают. И с Зухрой Кучушевой знакомы лично. Диалог идет, однако помощь приходится ждать дольше, чем хотелось бы жителям. У нас от цивильных СВО поступило более 40 заявок. И у нас более 400 домов деревянного фонда. Поэтому работы ведутся в усиленном режиме, ну и как бы поочередно. Зухра Мемдяевна, это наш житель, проживает на Билибина, по улице Билибина. 5 числа у ней будет организован субботник. Будет производиться вынос снега с ее территории. В прошлом году у нее техника работала, и также у нее дом находится в низине, и производится откачка по мере поступления заявок. В Якутске неблагоприятное расположение зданий – довольно частая проблема. Но и оставлять людей жить в таких условиях недопустимо. Обеспокоенная жительница настроена добиваться положенной поддержки. Диана Антонова, Станислав Потапов, Якутск.
В Якутии стартовала первая международная научно-практическая конференция «Прогрессивные технологии, наука, образование в лесном хозяйстве». Мероприятие приурочили к Международному дню леса. Принять участие в конференции прибыли школьники, студенты, специалисты с России, республики, а также представители Вьетнамского университета. Защита работ пройдет по 3 секциям: охрана окружающей среды, технологии машины лесного комплекса и информационные технологии. Главная задача этой международной научно-практической конференции – это, конечно же, профориентационная работа. И у нас очень много проблем в лесном хозяйстве и лесно-промышленном комплексе, поэтому мы обмениваемся опытом именно по научным опытом, по технологии и по развитию информационной технологии в лесном комплексе. Приемная кампания по зачислению детей в школу стартовала в Якутии, точнее ее первый этап, который продлится с 1 апреля до 30 июня. В этот период подать документы на зачисление ребенка в первый класс могут не все. Действуют также и новые правила для детей-мигрантов. Все подробности в материале Саргаланы Неустроевой. В этом году из детских садов выпускаются свыше 5000 детей. Столько же предусмотрено и мест для первоклассников. При этом проблема с превалирующим количеством поступающих в школу остается актуальной, признаются в управлении образования. Несмотря на то, что у нас вводятся новые учреждения, новые школы открываются, но тем не менее поток детей, которые поступают в школу, увеличивается. С каждым годом это 1500–2000 ребят, которые к нам прибывают из регионов и из улусов Республики Саха-Якутия. Ситуацию стараются держать на контроле. Для этого ежегодно специалисты управления утверждают территории, закрепленные за школами. Иными словами, поступать лучше по месту жительства ребенка. К тому же так подать документы на зачисление будущего первоклашки можно уже сегодня, на первом этапе приемной кампании. Данный этап предназначен для детей, которые имеют регистрацию на закрепленной территории. В том числе у нас есть дети, которые имеют преимущественное право зачисления в школу. Это у нас, конечно же, дети мобилизованных и военнослужащих, проходящие военную службу по контракту, дети сотрудников полиции, дети органов внутренних дел и дети сотрудников органов уголовно-исполнительской системы. Есть и другая категория ребят, кто зачисляется в школы в особом порядке. Им, правда, необходимо сдать экзамен. Речь идет о детях-иностранцев. Они должны пройти тестирование на знание русского языка и подтвердить законность пребывания в стране. Представители школ отмечают, с вводом новых правил количество поступивших детей-мигрантов сократилось. У нас в прошлом году был один ребенок, который благополучно сдал экзамен и был зачислен в первый класс. Были такие прецеденты, когда дети не смогли пройти тест. Правда, управление образованием очень лояльно к этому относится, поэтому 3 попытки дается на прохождение данного теста. Второй этап приемной кампании стартует 6 июля. Этот период для тех, кто желает учиться не по прописке. Однако учтите, такие заявления будут приняты лишь при наличии свободных мест. Сама процедура подачи документов проходит онлайн через портал Госуслуги. Саргалана Неустроева, Джилстан Иннокентьев, Якутск. В столице региона стартовал первый республиканский форум, посвященный актуальным проблемам и перспективам преподавания математики и предметов естественно-научного цикла. За одним столом собрались учителя математики, биологии, химии и географии, педагоги дополнительного образования, вузовские преподаватели и научные сотрудники. Участники сосредоточились на ключевых задачах интеграции математических и естественно-научных дисциплин, развитии олимпиадного движения, поддержки научно-исследовательской и проектной работы школьников, а также на подготовке квалифицированных кадров, которые смогут внести вклад в экономику и другие сферы жизни республики. По указу президента Российской Федерации и по указу главы нашего региона поставлены очень высокие цели. Цели повышения качества образования для подготовки инженерных, технологических кадров, которые бы были основой для технологического суверенитета не только региона, но и Российской Федерации в целом. Форум собрал более 200 учителей очно. В основном это руководители муниципальных методических объединений. Дистанционно подключатся около 500 учителей-предметников.
В Якутске стартовала декада архитектуры и дизайна. В течение 10 дней столица республики станет площадкой для диалога профессионалов, студентов и школьников, где обсудят будущее городской среды и роль архитектора в развитии территорий. Тему продолжит моя коллега Лилия Бурцева. В этом году главная тема декады – преемственность поколений. Программа объединяет опыт практикующих архитекторов и свежие идеи молодых участников. От воркшопов и лекций до выставок, конференций и проектных сессий. Особое внимание уделяется непрерывному образованию. Участниками декады стали студенты и школьники. Сегодня вообще в течение всей недели мы разговариваем вообще о профессии архитектора, о его статусе, о его месте вообще в развитии территории. Поэтому очень много встреч будет вот в этом направлении, где, кстати, родители могут прийти и вообще поинтересоваться, как можно стать архитектором. Действительно, программа декады очень насыщенная. Здесь для участников подготовлены различные активности, такие вот как научные конференции, также вот выставки. К примеру, здесь мы видим работы, которые сделали студенты по командам. Здесь они представили 2 варианта макета набережной на 203-м микрорайоне. Особое внимание, конечно же, здесь уделяется вовлечению молодежи. То есть, вот как уже ранее сказала, для них будут созданы различные проекты. Также они представят свои работы. Ну а вот что думают сами участники о декаде. У нас проект набережной 202-203, и основная цель была связать ее с библиотекой. И мы решили то, что библиотека – это хранилище культуры, и связали это с одним из культурных достояний Якутии – хомусом. И вот и сделали макет на основе хомуса. Ну, во время воркшопа нам это говорили, рассказывали во время лекции интересные вещи, которые мы использовали в своем проекте. Ну, это только макет, но основной проект заключается в презентации. Вот, и в презентации их лекции нам очень помогли. Сегодня именно школьники и студенты становятся основой будущего архитектуры региона. Уже на ранних этапах они вовлекаются в реальные проекты и получают практические навыки, которые помогут им в дальнейшем профессиональном становлении. В нашей республике уже создана и работает вот такая система подготовки, непрерывная система подготовки архитектурных кадров, что очень хорошо сказывается на наши результаты поступлений. К нам поступают уже подготовленные дети с хорошими баллами, с хорошей успеваемостью. Декада архитектуры и дизайна продлится до 7 апреля. За это время участники смогут не только получить новые знания, но и представить собственные проекты, пообщаться со специалистами и также стать частью профессионального сообщества. Лилия Бурцева, Артумен Наговицын, Якутск. 10-й всероссийский конкурс «Моя профессия IT» стартовал в Якутске. Отборочные мероприятия конкурса проведены в 25 районах республики. 213 школьников и студентов на протяжении 3 дней будут создавать различные приложения и программное обеспечение. Все подробности далее. Участники решают реальные отраслевые задачи. Так, миссия ребят – собрать технологические кейсы от ведущих IT-компаний и организаций. Кейсы представляют собой комплексные задания, требующие проектного мышления, навыков программирования, дизайна, командной работы и инновационного подхода. К примеру, кейс от Drive – геймификация такси. Нужно создать игровую систему лояльности для пассажиров и водителей. А задача от Ростелекома – создать систему управления «Умный дом». Мы создаем приложение от Ростелекома. Мы получили этот кейс. И теперь создаем умный дом. Упрощает жизнь. Становится проще управлять домом. Например, лежа в кровати можно просто выключить свет. Или запустить чайник. Да, включить телевизор. Но сейчас все уже IT становится. Блин, это перспективно. Оценка решений будет осуществляться экспертной комиссией на основе критериев качества, функциональности, актуальности и уровня реализации. Впервые в этом году эксперты и судьи получат возможность оценивать проекты напрямую на цифровой платформе конкурса, что существенно повышает прозрачность, скорость и качество оценки работ. Программа конкурса обширная. Это и лекции, мастер-классы. Параллельно основному событию пройдет ГИС-хакатон. Сегодня нет профессии, которая информационной технологии не касается. Ну и сейчас, в этом году нововведение, что будет проходить фестиваль для горожан, то есть каждый бесплатно сможет прийти, посетить завтра, 2 апреля, музей «История России»,
Там будет выставка от первых машин до искусственного интеллекта. То есть вся история якутского IT. Конечно, там будет и наш драйвер, Майтона, первый вычислительный центр в Якутске. Мероприятия сезона будут способствовать укреплению кадрового потенциала республики, расширению профессиональных сообществ, активизации интереса молодежи к современным IT-направлениям и формированию устойчивой модели подготовки будущих специалистов. Победители получат денежные призы от 10 до 75 тысяч рублей. Марферина Алексеева, Артумен Наговицын, Якутск. На одной из детских площадок города Неринги волонтеры Якутского республиканского мониторингового центра провели мероприятие в рамках проекта «Семейные традиции». Главная цель встречи – укреплять семейные отношения и в игровой форме говорить с детьми о безопасности в современном мире. Родители и дети вместе проходили квесты, участвовали в викторинах и просто наслаждались общением. Именно такой активный совместный досуг на свежем воздухе помогает семьям становиться дружнее, а детям расти увереннее и безопаснее. Сегодня у нас семьи занимаются, мастер-классы у нас проводятся здесь аквагрим, вопросы по безопасности викторины проводятся, дети с удовольствием участвуют, они отвечают на вопросы, получают призы. Также у нас проводится площадка, там туристическая полоса, на которой дети с родителями проходят эти препятствия. И вообще все сформировано на то, чтобы досуг проводился семейный, то есть родители и дети. Манящая Азия. В СФФУ прошел фестиваль культур. Так, Институт зарубежной филологии знакомит якутских школьников с традициями стран Востока. Вместе с детьми чуть больше об Азии узнала и наша съемочная группа. Цвета и узоры кимоно тоже имеют большое значение. Национальный костюм – это зеркало культуры. С этого-то школьников и начали погружать в традиции Азии. Досконально описали и показали особенности не только японского кимоно, но и корейского ханбока. Не забыли и про наших китайских друзей. На мне сегодня традиционная одежда – это ханьфу, то есть… Особенность этой одежды заключается в рукавах, длинных рукавах. То есть люди, которые носят одежду с такими рукавами, это высшая знать. И на мне также украшения китайские, национальные, шпильки, сережки и заколки. Восхитились красотой убранств, теперь можно и поиграть. Любители пораскинуть мозгами прямо на месте посвящали в правила ГО. Полиглоты сделали первые шаги, а если быть точнее, линии в изучении китайского языка. Детям скучно точно не было. Очень погружена в корейский, но мне очень интересно послушать про Японию и про Китай. Какая-то неизвестная для меня тема, но здесь очень так понятно объясняют, и все красиво так. Появилось желание изучить корейский. Вот они слева направо, представители халю. Популярность страны утренней свежести среди молодого поколения не удивляет преподавателей СФФУ. От любви к культуре до любви к языку рукой подать. В связи с популяризацией корейской поп-культуры, корейских традиционных различных игр, да, и так далее, повышается интерес к изучению, в том числе и корейского языка. Я бы хотела сказать, что среди других иностранных языков корейский язык имеет наибольшую популярность, да, то есть получается абитуриентов достаточно, да, очень много конкуренции. Фестиваль организован в рамках недели восточных языков. Помимо фестиваля, за 7 дней профильная кафедра проведет олимпиады и конкурсы. И даже если ребята не станут абитуриентами, знания лишними никогда не бывают. Ржана Гармаева, Джулустан Иннокентьев, Якутск. 6 по 10 апреля в Якутске пройдет турнир по вольной борьбе имени Павла Пенигина, приуроченный к 50-летию триумфа якутских борцов на Олимпиаде в Монреале. Соревнования соберут рекордные 1140 участников из регионов России и стран зарубежья. В честь юбилейной даты поединки пройдут на 5 коврах, установленных в форме олимпийских колец. Для победителей и призеров выставлены призовые от спонсоров. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что провели это время вместе с нами. Всего доброго и до встречи в дальнейших эфирах.